Всем большой привет, друзья! 25 ноября у нас на календаре. Температура всего минус 4 градуса. И, можно так сказать, мы открываем вот сегодня и, можно сказать, уже позавчера открыли сезон рыбалки на налима. Позавчера, 23 ноября, я с разведкой пришел на нашу реку Печора. Ужаснулся, то, что она еще до сих пор открыта. Но, поездив туда-сюда, вверх-вниз, нашел небольшое местечко, где прихватило лед. Кинул 2 палки, перешел на лед. Аккуратно-аккуратно, где-то 5 сантиметров льда было, где-то меньше. Ну, аккуратненько поставил первые 10 палок. Съемки не производилось, потому что вот эту камеру, которая сейчас снимает, я не то чтобы забыл, оставил дома. Немножко там 80% было заряда. Поставил на подзарядку, собрался, ушел. Она осталась заряжаться. Ну там, что снимать. Как я ставлю палки, кто давно на канале, все уже знаете, все уже видели не раз. И сегодня, если оно позволит, я, конечно же, покажу вкратце, что и как. Кто называет тычки, кто называет уды, кто как называет. По коме это налим-вугр, то есть крючки на налимов, или налим-шатьяс. Шать, по коме удочка, да, удочки на налимов, дословный перевод. А русскоязычное население нашего района, как я с детства помню, и как бы все говорят палки. Палки на налима, поставил палки, поднял палки, проверил палки. Так что не будем мы копировать кого-либо, будем называть вещи такими именами, какими мы привыкли их называть с раннего детства. В нашем регионе это палки для русскоязычного населения. Для коми населения налим-вугр, налим-шатьяс, как-то вот так. Вот, в принципе, у меня все готово. Живцы, плотва и карась практически все подохли. Ну и бог с ним. Немножко мальков закинул в тюрьму 5-литровую. Но так как возле берега течения оно начало крутить, не знаю, сейчас посмотрим. Может быть, и оборвало. Так. Ну давайте остальное все мы увидим в порядке действий. Одеваем камеру на голову, одеваем фонарик на голову. Почему поздно сегодня я так выехал на рыбалку, на проверку? Потому что лед и так был тонкий и очень опасный. Так, позавчера вечером начал падать снег, потом потеплело, потом пошел дождь. И температура была где-то плюс 4, плюс 5 градусов. Естественно, ни о какой проверке вчерашней речи быть не могло. С утра до вечера была плюсовая температура, поливал дождь. И только сегодня утром температура отпустилась ниже нуля. -1, часиков 9 было -2. По прогнозу посмотрел, днем до -3, до -4 отпускаться должно было. Но холоднее, чем -3 я не увидел. Ну, в общем, до обеда. А завтра у нас опять будет уже плюсовая температура. В общем, до обеда дал немножко льду подстыть. Тем более снег дождем все съело. И теперь, что замерзает, то если без снега, то будет твердый лед. Должен быть. А как оно на самом деле, сейчас мы, конечно же, посмотрим. Вот у нас пешня, лопата, крючки, крючок для налима. В принципе, все готово. Погнали. Так, вот такая вот у нас переправа. Кинул жерди. О, вон. Все растаявшее здесь. Здесь оно даже не замерзло. Естественно. Я бы здесь без этих жердей даже и не пытался бы. Вон. Вода прибывает. О, уже пробилась. Там, по крайней мере, лед был немного. Не знаю, как сегодня. Но вон здесь вот уже промоина, дыра. Видите, да? Я было до сюда дошел и хотел уже развернуться. Но потом вырубил еще жердину.
Немного прошел туда. И вроде как бы держала. Вроде как бы держала, но с таким плюсом. Это у нас все промыло по новой. И как бы немножко страшновато. Так, давайте проверим толщину льда. Вон, сверху корочка появилась, снизу каша и все. Оно протыкается уже. Вон, совсем возле берега поставил одну палку. Здесь вторая палка. Естественно, здесь ничего не замерзло. Вон, только корочка, то, что сегодня вот это все. Глубина здесь небольшая, где-то по грудь, где-то по шею, но течение очень-очень сильное. Так что, вон, где проверял глубину пешней, там все растаяло. Так, ну чё, наша жердь осталась позади. Опа, все трещит. Вон, где пешней проверял, там пробито. Так что по этой причине ни вчера, ни сегодня с утра я не шел проверять, потому что знал, что каша держать не будет. Но -3 вот хватило, чтобы верхний слой немножко замерз. И как бы нормально. Вон, как мы видим, где снег, там льда вообще нету. Вон. Получается, там вон. Под снегом вообще не замерзшие. Лед и так был очень и очень тонкий. Так, ладно. Оставляем пока корыто, чтобы не мешалось. Вот эта палка что-то легла. Не знаю, может быть налим, может быть течением. Лед и так был очень и очень тонкий. Так его еще с этим плюсовой промыло. Вот, вижу, там вот промоено темное пятно. Очень и очень пока опасно. Вот здесь, где я ходил, немножко снеговицы все замерзло, но лунки нет. Так, лишь бы сейчас не выпало снега. Если снег не выпадет, то вон, где вон, видите, да? Промоено. В общем, где втыкал пешню, проверял лед, там все промыло, вон. И это ничего не замерзло. Где пешню не пихал, в принципе, вот немножко лед серый. И в принципе немножко он держит. Пока держит. Вон, прямо здесь по ходу. Вот. Надо было, конечно, хотя бы градусов 10. Тогда бы вот верхняя корка замерзла бы хорошо. Но сейчас всего -2, -3 градуса. И это очень и очень мало. Хоть не плюс, и то хорошо. Но вчера под дождем я даже и не дергался никуда. Что-то палки попадали. Может быть, их утащил налим. Может, течением снесло, может, ветром. Не знаю. Ой. Так, сначала пройдем все это расстояние, а потом уже начнем проверочку. Дальше туда я вот в прошлый раз не пошел, потому что там льда практически не было. Сегодня корочка небольшая тут держит, только верхняя. Дальше, как мы видим, между первым и вторым льдом вода. Вон сейчас дойдем, дай бог. Вон здесь я уже ставил палку для надежности. Вон. А дальше туда я не пошел, потому что
Там лед был очень тонкий. Вот, и пробивается с одного раза. Там подождем, чтобы немножко замерзло. Вижу, полынью появилась. Там у меня тоже есть 2 палки. Ну ладно, идем за корытами. Берем живцов и начинаем проверку наших палок. Вроде бы прошли. Пока. Приступаем. Вон, здесь у нас палка, а здесь у нас вон промоина. И вот тут вот тоже черные. По цвету, где черные, там вообще ходить нельзя. Ладно, проверяем. Утром бы я, не вчера вечером, я бы, конечно, сюда даже бы не рискнул выйти, но сегодня вот замерзло сантиметр льда. Дай бог, что все пройдет благополучно. Было бы течение послабже, может быть, хоть замерзло бы получше. Но здесь течение сильное. В прошлый раз вот так вот все заливал я еще, чтоб постыло. Толку-то, блин, завтра опять плюс рисует. +2. Палку куда-то унесло. Возможно, налим. Может быть, течением. Сейчас мы это увидим. Ну, приготовили крючок. Это подарок Юры Кулагина. Юрка раньше смотрел мои ролики, комментировал. Сейчас по непонятным причинам что-то перестал. Не нравится ему, видать. То ли как я веду телеграм-канал, то ли еще что-то. Опа! А где наша бутылка? А, мы ее переставили туда вроде бы. Я уже испугался, что ее унесло течением. Так, какая-то натяжечка есть. Что-то идет. Что-то идет. Опа! Вот красавчик. Вот это кабан. Вот янцикаден. Первый продольник. И вот на малька, на гальяна речного. Вот такой вот. Блин, под килограмм язина. Вот это здоровяк. Так что я говорю, вот крупные крючки. Вот поставил плотву. Она и подохла уже. Ничего. А на мелкий крючок вот такой вот красавец. Ну, если не килограмм, то 950 грамм точно есть. Вот янцикаден. Вот янцикаден. Господь цикаден. Красавчик. Он даже в ведро не влез. 10 язей и ведро, считай, блин. Ну, сейчас можно с уверенностью сказать, что сезон зимней рыбалки на палке открыт. Мы уже с рыбой, янцикаден. Да, молодец, язина. Молодец. Так. А где наши живцы-то тогда? Куда их? Да. Живцы. Я их... Третий. А, нет, вот третья палка-то. Мы с 4-й начали. Мы с 4-й палки начали. У нас там еще палочка есть. Настроение уже на высоте. 1, 2, 3, да, все верно. И здесь наши малечки. Аккуратненько подходим к лунке. Вон, ничего не замерзшее. Все трещит. Возле лунок вдвойне опасно, потому что промывает. Промывает очень сильно. Вот как бы стараюсь вот так вот заливать. Вот между первым и вторым основным льдом, если провалится вот эта первая корочка, то второго льда может и не быть. Вижу веревку, вижу нашу банку. Вот так вот лучше на расстоянии.
Вижу, что плотвички наши подохли. Так, и что у нас? Вижу, что что-то дергает. Что-то дергает. Опять на последнем крючке. О, налимчик. Налимчик. Опять взял на малька. То есть плотва вот крупная ему не нужна. А одну плотвичку кто-то украл. Кто-то украл. Вторая плотвичка подохла. Кто-то обсосал ее. Вон. Тоже дохлая. И вот, Янцикадан, первый налимчик. Где-то примерно на полкило-то будет. Грамм на 450, может быть. Не, полкилошка железно. Больше даже, наверное. 550 где-то так. Ну вот, Янцикадан. Янцикадан. Пошла рыбалочка. Ну, наконец-то зимний сезон открыли. Ура, ура, ура. Сейчас отцепляем. И киозентию. В общем, вот такой вот у нас уже улов. Две палки проверили. Две рыбки есть. Закинул тюрьму и вижу, что ее просто вот так крутит. И скорее всего, вон сколько мальков подохло. И остальные на грани. Видать, ни хрена не космонавта. Вестибулярный аппарат у них хреновенький. Очень большое течение, как мы видим здесь. Вот он ее пятишку крутит. Сейчас мы ее, наверное, отцепим и попробуем перевязать в другом месте, ближе к середине. Может, там хоть течение меньше. А так мы последних живцов лишимся сейчас. С живцами и так проблема. Так что нельзя терять то, что есть. Переезжаем. Так. Подошли к крайней палке, чтобы переставить живцов. Но здесь хоть и глубже, но вижу тоже течение очень сильное. Не знаю, но здесь песок. Здесь песок. Попробую пониже повесить бутылку. Может быть, не так будет мотылять. Так, натяжечка есть. Что-то там есть. Карася никто не съел. Опа, язь. Но этот поменьше. Но не пусто, и то хорошо. Этот подъязок. Вот это обычно среднестатистический язь. Вот такой вот у нас средний. И посмотрите, как он выглядит с этим кабаном. 4 раза, наверное, меньше. Тут вообще кабан. Мы пока без промаха. 3 палки проверили. 3 рыбы. 2 язя и налим. Вот, как мы видим, карася никто не жрет. Плотву никто не жрет. Им подавай только гальяна речного, озерного, какого там. Блин. А мальков у нас очень мало. Подохли. Есть еще, конечно, небольшой запас там у нас в тюрьме, в ручье. Если что, на крайняк придется съездить, забрать остальное. И потом надо будет уже все ловить. Вот так вот. Под плавник. День-два они поживут. Но за это время, я думаю, если рыба есть, она уже попадет. Крючки в основном все новые, острые, поменял. Но есть и старенькие, которые пойдут пока. Вот так вот, несмотря на здоровый крючок, цепляем малька в надежде на улов. Вот так вот. И попробуем сюда. Повесить банку. Так, дохлых плотвичек, наверное, отсюда убрать надо.
Ух ты, блин. Вон, дохлый окушок. И 2 дохлые плотвички. Ничегошеньки не выжило. Видать, то, что течением там колбасило. Гальяны озерные и то. Сами в течении живут, а когда банку крутит, вертит, получается, им это не нравится. Так, еще один дохлый окушок остался. Ладно, его потом заберем как-нибудь. Все. Вешаю чуть пониже. Может быть, на дно ляжет. Там хоть болтаться меньше будет. Ну что, поехали дальше. Главное, чтобы не подскользнуться. Лучше на четвереньки встать. Так, что здесь? Трава. Трава. Здесь, походу, пусто. Дохлый карась. Дохлый голянчик. И пустой крючок. Ну а здесь что? Что-то вроде бы есть. Натяжка есть, да? Что-то небольшое. Маленький налимчик. Ну, все что ли? Блин, цепляется блюдо. Да, все. Оставляем его, пока пусть болтается. Вместо живца. Потому что весь крупный трофейный налим, не весь, конечно, но частенько крупный трофейный налим попадает именно на мелких налимчиков. Это уже наблюдал в течение многих лет. Так что и этого пока оставим, снимать не будем. Так, а здесь мы видим палку положила. И как ни странно, если течением уносит туда, палка обычно сюда. А это туда унесло. Так что здесь, скорее всего, или есть крупный налим, или он был, утащил. В общем, если не сорвался, он здесь должен быть. Сама по себе палка, если ее оторвало от дна, поворачивает в эту сторону. А так ее кто-то туда задрал, получается. Так что приготовим крючок. Так вот. Ну, с Богом. Нет, никого. Ложная тревога. Просто ветер был какой южный. А, ветром точно. Южным ветром наклонило. Вот и вся загадка. Нет, налима не было. Палка тоже лежит, но на этот раз она не по ветру, а по течению. Так что хрен его знает. Может быть налим, может быть течением унесло. Так, не будем давать прогнозов. Просто давайте посмотрим. И сами все увидим. Небольшая заливочка идет. Тонким слоем водички, чтобы лед окреп. Да, так приходится такой ерундой заниматься. Когда такая зима. 2 дня плюс, 1 день минус. Да ладно бы минус хороший ударил. А то минус-то смешной, блин. Так, что? Нет, что-то здесь есть. Ну, такое небольшое. Или язь, или налим. Не крупный. На малька. Возможно, это язь. Нет, налимчик. Ты смотри, на карасика взял. Взял на карасика. Отпускать мы тебя, конечно же, не будем. Съедобный. И по размерам, по длине. Разрешенная длина налима 35 сантиметров. Этот все 40 будет. Так что
понтоваться не будем. Закидываем сюда. На жареху он будет очень вкусный в сковородке смотреться. Вот на такой вот карасика клюнул. На пиранью похоже. Только вот не знаю, на дохлого, на живого. Но сейчас он дохлый. И плотва дохлая. Меняем, ставим голянчиков. Так. И здесь у нас палка стоит, как стояла. Опа, это что? Блин, показалось. Так потянуло хорошо. Я уж думал, там все. Натяжка такая мощная была. Может быть и была. Вон последний крючок пустой. Не такой килограмм на 5 типа потянуло туда. Если бы такой налим попался, он бы, наверное, не сошел. Караси подохли. Блин, хапнул немножко адреналинчику. Но это приятное чувство. Ладно. Будем надеяться, что такое еще повторится. Только с налимом уже. Так, что здесь? Здесь песочек у нас. Небольшая натяжка. Маленький налимчик, скорее всего. Нам последний крючок. Оп, нет, есть. Язентий. Вот янцкадан. Третий язечек. Ясь на Печоре есть. Ясь кормилец. Третий. Этот чуть больше, чем второй. Но намного меньше, чем первый. Так что полезай, дружок, в кузовок. Вот. А плотва вся подохла. Херня, а не наживка. Будем что-то думать, будем искать, может быть, где-то ерша найдем. Если нет, так будем ловить на речного гальяна. Небольшие запасы у меня есть. Потом придется съездить на мост, там поймаем. Осталось две палочки. Одна возле самого берега и одна чуть дальше здесь. О, как размыло лунку. Неужели я такую ее сделал? Нет же ведь, наверное. Так. Палочка наша примерзла. Блин, так и знала, что будет мешаться. Блин, льда нету там вообще. Еще и перекат течения. Ну, есть что-нибудь? Нет. А, лягушка здесь. Налим думает, наверное, лягушка на перекате не живет. О, дрищ-пакет. Пойдешь для живца. Плавай пока. Вот такая вот лягушка. Тоже пусть пока плавает. Палка у нас. Рогатка возле самого берега. Ой-ой-ой. Так, тут у нас мелко. О! Налим. Мелкий. И что-то еще есть там? Нет? Что-то еще небольшое. Второй такой же. Нет, чуть больше. Тот подох уже. Малыш. Вообще малыш. А этот вот такой живчик. Такой же, как и тот. Ладно. Заглотил. Так, ну что?
Это сейчас мы закинем, подводим итоги первой проверки нашей. Раз, два, три налима. Ну, налимчика, скажем так вот. 1 налим и 2 налимчика. И также раз, два яська. И вот такой вот кабан. Самый первый. Венскадан. Самый крупный, самый тяжелый. О! Со шрамом каким-то. Неужели его кто-то еще, может быть, острогой пытались? Вон шрам какой-то на спине. Интересный. Старый заросший шрам или от щуки, или от остроги. Вот такой вот у нас, друзья, улов. Не пусто, и то хорошо. 3 озя, 3 налимчика. Начало есть. Начало положено. Значит, продолжение будем. Вот. Ну а что? Сейчас посмотрим. Опасно, конечно, еще. Может быть, пару палок добавим еще. Чтобы каждый день надо хотя бы по 1-2 палки добавлять. Тогда улов будет расти. Лениться нечего. Я понимаю, льда нету, но как-то надо выходить из положения. Будем искать. Надолго не прощаемся. Рыбалка началась. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. В первую очередь смотрите меня на Дзене, если не трудно. Увидимся.